На водоканале в Якутске произошел выброс хлора. Существует угроза химического заражения территории станции ГРЭС. Такова легенда учений в рамках второго этапа всероссийских штабных учений по гражданской обороне. С подробностями Александр Зубехин. Звучит сирена, что означает «учения начались». Чтобы успеть в защищенное сооружение гражданской обороны, отводится лишь 20 минут. Руководство станции организует движение людей до защищенного места от химической атаки. Каждый работник обеспечен фильтрующими противогазами. Защитное сооружение спасает от всего, и от атомного оружия, и от химических атак. Оно самообеспеченное, там все есть. В этом убежище есть медицинский пункт, санитарные точки, места для отдыхающих, а также много продуктов питания. Все это позволяет продержаться в убежище до 2 суток, не покидая его пределы. Эти элементы вентиляции убежища позволяют очистить воздух от отравляющих веществ, аварийно-опасных химических веществ, и что обеспечивает персоналу станции, который здесь укрывается, чистым воздухом. Параллельно развернуты 4 внештатных формирования гражданской обороны. Они созданы из числа работников Якутской ГРЭС. Задачи каждого поста разные. Важную функцию выполняет и пост радиационно-химического наблюдения. Мы определяем анализы воды, воздуха, почвы, то есть дозиметрист определяет радиацию обязательно. Так, все это записывается в журнал, все фиксируется. Все в сборе. Люди расположились на нарах. Дело за малым. Нужно закрыть тяжелую металлическую дверь. Спокойны, мы чувствуем жизнь в сохранности, мы здесь защищены. Достаточно безопасно. Чувствую себя здесь. Все это время за действиями сотрудников станции наблюдали представители МЧС России. Все нештатные формирования гражданской обороны отработали на отлично. Должностные обязанности знают. И хочется отметить подготовку защитного сооружения, что оно готово, имеются все запасы для людей, которые там будут укрываться. Учения, подобные этому, проходят по всей стране, но по разным сценариям. Они продлятся 2 дня и еще в нескольких жизненно важных учреждениях столицы. Такие учения нужны для того, чтобы отработать вопросы организации и управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск.